Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. 24 августа президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве в ходе рабочего визита в Россию. Вначале прошла трехсторонняя встреча Владимира Путина с президентами Абхазии и Южной Осетии. А затем состоялась отдельная двусторонняя встреча Рауля Хаджимба и Владимира Путина. По ее завершении прошла встреча и в расширенном формате. В состав делегации Абхазии премьер-министр Геннадий Гагулия, руководитель администрации президента Беслан Барциц, министр финансов Джансух Нанба. Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений. Вместе отмечаем десятилетие признания Республики Абхазия Российской Федерации. Это важно, если не сказать такое историческое событие в жизни республики, ну и немаловажное для Российской Федерации. Я хотел бы отметить, что за эти годы многое изменилось с точки зрения строительства наших отношений, укрепились межгосударственные связи. Мы большое значение придаем нашему взаимодействию по обеспечению безопасности Абхазии. Это касается и сотрудничества по линии вооруженных сил, это касается сотрудничества по линии пограничных служб. Работа налажена, на мой взгляд, достаточно эффективно. После нашей предыдущей встречи, когда вы обращали внимание на некоторые проблемы, связанные с необходимостью увеличить пропускную способность на границе, как вот сейчас мы с вами только что и констатировали в ходе рабочего обеда, ситуация поменялась в лучшую сторону. Надеюсь, мы и дальше будем двигаться вот в этом же направлении, укрепляя внешний контур и разбюрокрачивая работу на пунктах пропуска между Абхазией и Российской Федерацией. Мы продолжаем наращивать наше взаимодействие в сфере экономики, в развитии инфраструктуры. Надеюсь, что вот обо всем этом сейчас и поговорим поподробнее. Признание нашей страны – это воплощение вековой мечты абхазского народа, и, несомненно, для нас это важное событие. Сегодня можно отметить, что подписано более 130 двухсторонних документов, которые позволяют нам решать вопросы в различных направлениях. Это вопросы социально-экономического развития в Абхазии, создание возможности единого оборонного контура в сфере правоохранительных органов, сотрудничество в сфере нашей внешнеполитической деятельности. Идет скоординированная работа с МИДом России. Здесь, несомненно, следует отметить то, что после подписания договора о союзничестве и стратегическом партнерстве ситуация в части, касающейся этих вопросов, стала совершенно другой. И хотелось бы, чтобы мы были бы еще интенсивнее с темой социально-экономического характера, вопросов и внешнеполитической деятельности, и создания тех возможностей по обороне и безопасности. Надеюсь на то, что сегодня как раз наша встреча позволит многие эти вопросы снять. Спасибо. Президент России Владимир Путин награжден орденом Махидзапша первой степени. Соответствующий указ подписал президент Абхазии Рауль Хаджимба. За большой личный вклад в развитие абхазской государственности, укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, обеспечение мира и стабильности, активную поддержку, оказываемую Абхазии в социально-экономическом развитии, наградить Путина Владимира Владимировича орденом Махидзапша первой степени, говорится в указе. 26 августа, в день международного признания независимости Республики Абхазия, в нашей стране пройдет ряд торжественных мероприятий. В Сухуми они начнутся в 9 утра с возложения цветов к мемориалу первого президента Республики Абхазия Владиславу Арцинба. А в 9:30 к мемориалу в Парке Славы. Памятные мероприятия продолжатся в селе Джгярда, где в 10:30 начнется церемония возложения цветов к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапша. Затем в 11 часов в Сухуми на площади имени Сергея Багапша откроются сельскохозяйственные павильоны от каждого района республики.
В 13 часов в Центральном выставочном зале откроется фотовыставка «Праздник признания», организованная Союзом журналистов и Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия. На выставке будут представлены более 120 работ известных абхазских фотографов Владимира Попова и Ибрагима Чкадуа. В 18 часов в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоится торжественное заседание и концерт, посвященный десятилетию Дня международного признания независимости Республики Абхазия. Завершатся торжества праздничным салютом в 21 час. В Министерстве культуры Республики состоялся брифинг, посвященный предстоящей фотовыставке «Праздник признания». Подробности в репортаже Али Китрапш. Праздник признания. Именно так называется выставка, посвященная десятилетию международного признания независимости Республики Абхазия. Экспозиция состоит из 120 фотографий, большая часть которых была сделана в августе 2008 года. Авторами работы являются известные абхазские фотографы Владимир Попов и Ибрагим Чкадуа. Выставка «Праздник признания» позволит каждому посетителю вновь погрузиться в события десятилетней давности, испытать эмоции тех дней. Я по первой профессии своей историк, поэтому для меня очень важно было, чтобы вот эта историческая хроникальность была соблюдена, и то, что когда мы с Вовой начали искать архивы за последние 25 лет, на выставке будут фотографии именно послевоенного периода, и как бы вот это мы заново прошли перед глазами вот эти все 25 лет. Очень важно немного посмотреть назад, и вот этот путь, который мы прошли, да, с ошибками, да, там где-то спотыкаясь и так далее, но это путь, и такой достойный путь, и это видно на фотографиях. Фотовыставка состоит из нескольких разделов, каждый из которых будет описывать события в политической и общественной жизни, которые предшествовали знаменательному августу 2008 года. К примеру, пребывание миротворческих сил Российской Федерации, миссия ООН, операция по освобождению Кодорского ущелья, визиты высшего руководства Российской Федерации в Абхазию и многое другое. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсали отметила, что данная фотовыставка будет интересна не только для жителей Абхазии, но и для гостей, так как она им позволит лучше познакомиться с нашей историей. Все фотографии, которые мы сможем увидеть 26-го, это хроника событий августа 26-го и тех дней, которые ему предшествовали. Это приятно вдвойне не только жители нашей страны, но наши гости, многочисленные гости в эти дни приезжают в Абхазию. И для них это будет очень интересная история в фотографиях. Многие эти фотографии стали символами своего времени, они попали в мировые агентства, и для нас они тоже символы. Данная выставка является еще одним доказательством того, что фотография способна запечатлеть происходящие вокруг события на века, подчеркивая тем самым всю важность работы профессиональных фотожурналистов. Эта фотовыставка показывает нам, насколько важно сегодня развивать фотографию. Ни одно событие в истории Абхазии не должно проходить без фотоосвещения, без фотожурналистов. Мы не получим в полном объеме всю информационную составляющую, если не будет фотографии о том или ином мероприятии. Мы должны понимать, что мы в 21 веке, мы должны понимать, что есть авторское право. Иногда многим кажется, что можно журналистов не командировать, в том числе фотожурналистов, на те или иные культурные, большие политические события. И мы останемся, страна останется без архива. Фотовыставка «Праздник признания» продлится 2 недели. В будущем организаторы планируют вывести ее и за пределы Абхазии. Аля Китрапш, Беслан Шинджерия, Абхазское телевидение. Министр экономики Адгур Ардзанба встретился с делегацией турецких предпринимателей, в которую также входят представители абхазской диаспоры Турции. Нам отрадно, что абхазская диаспора Турции проявляет заинтересованность в создании бизнеса на исторической родине. С нашей стороны мы окажем любое содействие, отметил Адгур Ардзанба. Предприниматели представляют крупную турецкую компанию, которая занята в таких отраслях, как строительство, энергетика, добыча полезных ископаемых, туризм. Как отметили члены делегации, они приехали изучить инвестиционные возможности Абхазии и в случае заинтересованности начнут подготавливать конкретные бизнес-проекты для представления их руководству компании.
В рамках проекта «Абхаз. Посети свою родину» в Сухум приехала группа туристов-соотечественников из Иордании. В их числе бизнесмены, врачи, военные, представители силовых структур, а также дети. Группу туристов возглавляет представитель торгово-промышленной палаты Абхазии в Иордании Али Бакиш. Об этом сообщается на сайте ТПП Абхазии. Главная цель проекта – обратить внимание зарубежной диаспоры на Абхазию и познакомить ее представителей с землей своих предков, ее историей, культурой и традициями. Роль Сухумского казачьего отдела Кубанского казачьего войска в общественной жизни Абхазии стала темой разговора членов Общественной палаты республики с вице-губернатором Краснодарского края, атаманом Кубанского казачьего войска Николаем Далудой. Атаман сделал конкретные предложения для более тесного сотрудничества. Ирина Аршба подробнее. Войсковое казачье общество включает в себя 11 обществ по всей России и насчитывает более 600 тысяч казаков. В рядах Кубанского казачьего войска, атаманом которого является Николай Далуда, 53 тысячи служащих. Первая организация, объединившая казаков нашей страны, была создана сразу после Отечественной войны народа Абхазии и носила название «Землячество казаков Абхазии». Сегодня это Сухумский особый казачий отдел Черноморского округа Кубанского казачьего войска. Николай Далуда рассказал членам Общественной палаты о деятельности организации. Казаки войска участвуют в охране государственной границы и общественного порядка, занимаются природоохранными мероприятиями, а также принимают активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в организации уделяется большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. По всем этим направлениям казаки Кубани предлагают Абхазии свою помощь и сотрудничество. В ходе войны, которая у вас была, страшная война, ужасная война, которая прошла в 1992-1993 году, погибли и наши, в том числе казаки Кубанского казачьего войска. И мы сейчас хотим, чтобы наравне с вашими вооруженными силами в случае необходимости казаки Кубанского казачьего войска могли оказать помощь населению республики, ну, мало ли чем, в защите, там, в каких-то других направлениях жизни. Мы хотим оказать помощь действительно в плане патриотического воспитания ваших детей. Если у вас будет такое желание, мы готовы вот филиал такого Союза казачьей молодежи Абхазии здесь открыть, собрать вот, и заниматься именно совместно с вашими, членами Общественной палаты, с руководством республики, с вашим Министерством образования. Казаки всегда были рядом с абхазским народом. Плечом к плечу с нашими бойцами защищали свободу Апсны, отметил руководитель экспертного управления администрации президента Абхазии Аслан Барцыц. По его словам, молодежи Абхазии не чужды чувства патриотизма, уважения к старшим и другие общечеловеческие ценности, о которых говорил Николай Далуда. У нас тоже, как и у казаков, есть свой кодекс. Он называется Апсора. И он во многом перекликается с теми вещами, которые вы говорили. Это уважение к старшим, это и многие-многие вещи, которые имеют общие ценности для всех народов. То, что вы делаете по защите общественного порядка, помогаете, казачество участвует, это тоже есть, знаете, такой серьезный опыт. И этим опытом мы можем воспользоваться. В завершении встречи Николай Далуда сообщил, что казаки Кубанского казачьего войска примут участие в военном параде на площади Свободы в Сухуме 30 сентября. Ирина Аршба, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение. Сухумский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного врача Сухумской инфекционной больницы Нателлы Паписимедовой, которая обвинялась во врачебной халатности, повлекшей за собой смерть пациентки 27-летней Лианы Тодуа. Пациентка Тодуа в инфекционную больницу попала 21 ноября 2013 года с подозрениями на отравление. И спустя сутки в состоянии комы была вывезена в Дагомыс для оказания медицинской помощи. Еще через день девушка скончалась. Вследствие долгого разбирательства вина врачей была полностью доказана. Суд приговорил признать Паписимедову Нателлу Михайловну виновной в совершении преступления, назначить Паписимедовой наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства, медицинская карта номер 414 на имя Тодова Лианы Дмитриевны, копия истории болезни номер 10447 на имя Тодова, журнал клинических исследований крови за 2013 год, журнал биохимических исследований крови за 2013 год хранить при уголовном деле. Приговор может быть обжалован к кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в течение 15 рабочих дней со дня провозглашения через Сухумский районный суд. Министерство образования и науки Абхазии обеспечит все школы страны новыми учебниками. В книжные склады министерства поступают новые учебники для учащихся со 2 по 9 класс. Все они будут распределены в школьные библиотеки республики. Репортаж Саида Джерсалия. В ближайшее время более 80 тысяч экземпляров учебников будут переданы во все школьные библиотеки страны. Среди них учебники по математике, абхазскому языку и литературе, русской литературе, окружающему миру, истории Абхазии, а также пособия для учителей. В конце учебного года школы делают заявку, какие учебники им необходимы. И обобщив данные, которые мы получаем, мы делаем заявку в Министерство образования и науки, которые обеспечивают нас недостающими учебниками. Мы здесь для того, чтобы взять эти учебники, которые они нам дают. Значит, мы их привозим в управление образования. Сегодня же придут из школ библиотекари и заберут то количество учебников, которое им необходимо. Главное – обеспечить учащихся качественной учебной литературой, соответствующей современным требованиям с учетом сроком использования до 5 лет, говорят специалисты Министерства образования. Запланированная сумма, ежегодно выделяемая на издание и переиздание школьных учебников – 15 миллионов рублей. Книга – это, конечно, главный источник знаний, и каждый школьник должен быть обеспечен учебниками. В этом учебном году наши школьники получат 12 новых наименований учебников. Каждый учебник в тираже 3000-4000 тираж составляет. Такое количество нам достаточно. Учебники уже раздаются по заявкам районных отделов образования. По графику, и к началу учебного года наши учащиеся будут обеспечены учебниками. Учебные пособия издаются как в абхазских, так и в российских издательствах. Уже в начале сентября учащиеся школ республики смогут совершенно бесплатно приобрести учебники в школьных библиотеках. Саид Джерсалия, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Следующий сюжет о чудесном спасении на море. Сотрудники МЧС Абхазии спасли тонущих подростков в Сухумской акватории. Об этом материал пресс-службы МЧС. Лето на исходе, но купальный сезон в самом разгаре. Однако зачастую курортная атмосфера притупляет чувство самосохранения, когда забываешь об опасности, которая таит в себе море. Именно так и случилось накануне, когда в акватории Сухумской бухты едва не утонули двое местных подростков – 11 и 17 лет. Они плавали вот здесь, возле берега, и течением их оттащило дальше туда. Волна была не для купания, но сейчас за каждым проследить тоже, как вы понимаете, возможности нет у нас. И если человек не уверен в своих силах, как вот вчера это произошло, лучше вообще в воду не заходить, тем более так далеко заплывать. Матрас стал сдуваться, молодые люди упали в воду и стали тонуть. Спасатели получили сообщение о произошедшем в 16:40. Оперативными действиями сотрудников МЧС подростки были спасены. К счастью, эта история закончилась благополучно. Однако спасатели настоятельно просят быть осторожными при купании, не надеяться на подручные плавсредства, которые не рассчитаны на дальние заплывы. Особенно важно взрослым не оставлять без внимания купающихся детей и подростков во избежание трагедий на воде. Прошу прощения. Загадка Катерины.
Кем была мать Леонардо да Винчи? Это название новой книги доктора филологических наук профессора Вячеслава Чирикба, презентация которой прошла в Сухуми. Мероприятие собрало представителей научных и творческих кругов. Автор пытается приоткрыть завесу тайны происхождения одного из гениев эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи. Основываясь на анализе ряда фактов, он выдвигает гипотезу о том, что мать художника могла бы быть абхазкой или черкешенкой. «Загадка Катерины» книга издана в Санкт-Петербурге тиражом в 1500 экземпляров при поддержке президента Международного объединения Алашера Мусы Экзекова. Репортаж Сарисмар. Тезис римского права гласит: мать ребенка всегда известна, отец никогда. Однако в случае Леонардо да Винчи, как это ни парадоксально, мы сталкиваемся с обратной ситуацией. Об отцовской линии художника известно довольно много. Да Винчи были флорентийскими нотариусами еще со времен Данте. Отцом Леонардо был сэр Пьеро де Антонио, которому на момент рождения сына было 25 или 26 лет. О его матери нет никаких сведений. Практически все покрыто тайной, кроме ее имени. Автор книги попытался собрать всю существующую информацию. По словам Вячеслава Чирикба, многие ученые также утверждают, что мать Леонардо не была коренной жительницей Италии. В 2002 году Алессандро Виццози, директор музея Леонардо да Винчи, предположил, что Катерина была не крестьянка из Винчи, как считалось, а турецко-османская рабыня, привезенная в Тоскану из Константинополя. По его мнению, есть основания полагать, что это была женщина восточного происхождения. Ее имя было самым обычным именем, даваемым рабам. В 2006 году итальянский антрополог Луиджи Капассо из университета Габриэле Данунцио в Кете, в Центральной Италии, изучивший отпечатки указательного пальца левой руки, оставленные Леонардо на документах и на картинах, пришел к выводу, что отличительные черты узора его пальцев могут указывать на происхождение матери Леонардо, поскольку сходную структуру отпечатки пальцев имеют около 60% населения Ближнего Востока. Работа над книгой «Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи» длилась 1,5 года. Основываясь на анализе ряда фактов, автор выдвигает версию о том, что мать художника могла быть абхазской или черкесской рабыней, привезенной в Италию с Черноморского побережья Кавказа. Вячеслав Чирикба довольно подробно описывает исторические события времен рождения Леонардо. В частности, это касается итальянского рабовладельческого строя. Известно, что в тот период рабы в большом количестве поставлялись в Италию с невольничьих рынков Крыма, Абхазии, Черкесска, Константинополя. Тогда было принято нарекать всех женщин-рабынь именем Катерина. Так, в одном из письменных источников говорится, что среди рабынь города Винчи была и абхазка. Катерина вполне могла быть домашней рабыней у Пьеро во Флоренции. И, возможно, в таком случае подобный документ будет найден в архивах в Италии. Однако вовсе не обязательно, чтобы Катерина была куплена самим Пьеро во Флоренции, Генуе или Венеции. Она могла быть рабыней у одного из его друзей или коллег, нотариуса во Флоренции. Согласно упоминаемой выше гипотезе Франческо Чанки, мать Леонардо была рабыней, принадлежащей, возможно, другу Пьеро, Ване де Никола ди Серван, который мог передать ее Пьеро по завещанию. Так или иначе, вполне возможно, что сэр Пьеро установил связь либо с рабыней Катерины, неизвестного этнического происхождения его друга Ванни, либо с абхазской рабыней Катерины из приюта невинных, которая служит в доме его коллеги нотариуса Альберто Мартини, либо с какой-либо иной рабыней Катерины. Все события в книге описаны в хронологическом порядке. Ознакомившись с ней, читатель может узнать много нового из жизни художника. Выступающие на презентации отмечали, что после прочтения книги многие факты их действительно заинтересовали. Также было отмечено, что книга читается достаточно легко. Соответствует ли название содержанию? Да. Мало того, она как бы авантюрная, как какой-то детектив в ней лежит. Читаешь эту книгу с таким каким-то интересом. Это раз. Потом мы все Вячеслава Чирикба знаем как суперлингвиста международного класса. Но сегодня он проявил себя и как историк. Помимо всего прочего, он проявил себя и как литератор, потому что это написана книга прекрасным языком. Система доказательств выстроена так, очень спокойно, очень доброжелательно. То есть, вот когда я читала, у меня не было ощущения, как это часто бывает при чтении современных книг, что моим сознанием пытаются манипулировать с какими-то целями.
создавая исторический контекст, там, кстати, очень много интересного именно в историческом плане, ты все-таки оставляешь воздух для читателя, для его самостоятельных оценок. И это очень важно. Вот такая, в хорошем смысле, нейтральность, она как раз служит хорошим основанием для самостоятельных оценок. На сегодняшний день это всего лишь гипотеза, основывающаяся на некоторых фактах. Утверждать, что мать Леонардо да Винчи действительно была абхазской рабыней, пока невозможно. Но работа в этом направлении уже ведется. В частности, планируется провести генетический анализ останков художника. И, возможно, совсем скоро в научном мире найдется ответ на вопрос, кем была мать Леонардо да Винчи. Сария Смыр, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба прошло первое собрание общества друзей Абхазского драматического театра, которое было создано совсем недавно. Инициативная группа предлагает всем, кто любит театр, заинтересован в развитии культуры страны, вступить в общество и принять участие в жизни Абхазского театра. Став членом общества «Друзья Абхазского драматического театра», участники получат ряд привилегий, скидки, бонусы, приглашения на специальные мероприятия театра и многое другое. Сегодня мы собрались для того, чтобы учредить общество любителей Абхазского театра. Это новый институт, это новое начинание в Абхазии, но я уверен, что вот такие общества будут создаваться и впредь. Вот эти друзья наши будут рассказывать о нашем театре, чем мы живем, чем мы занимаемся. А мы делаем очень много новых дел. У нас 10 премьер запланировано на будущий год. У нас мы создаем детскую студию, студию миниатюр, молодежную студию, кафе, театрально-музыкальное кафе. То есть огромное количество мероприятий и дел, которые мы запланировали, и мы хотим сделать вот такую театральную жизнь здесь оживить. А для этого нам нужны друзья. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные праздничные дни в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 27-32 тепла. Температура моря плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.